Встреча главы Ингушетии Юнусбека Евкурова с представителями Ассамблеи народов Ингушетии прошла в преддверии празднования 25-летия образования республики. Руководитель региона отметил, что в Ингушетии будут проходить масштабные праздничные мероприятия, в которых должны принять активное участие все жители региона. В канун важной для Ингушетии даты необходимо национальным общинам проводить не только культурные мероприятия, но и научно-практические конференции, семинары, круглые столы. Именно они послужат площадкой тесного сотрудничества. Как известно, у нас проживает около 70 национальностей. Мы стараемся, чтобы каждый народ, каждый этнос был представлен у нас в республике во всех сферах деятельности, дополнил руководитель региона. Он заключил, что большое значение укреплению единства народов уделяет президент страны. Создан Совет по межнациональным отношениям, Федеральное агентство по делам национальностей и есть множество программ, в которые включены представители разных национальностей. В свою очередь, министр по внешним связям, национальной политики, печати и информации республики Улан Евлоев доложил об итогах деятельности Совета по межнациональным отношениям в 2016 году и перспективах развития межнациональных отношений в республике. В преддверии 25-летней годовщины образования региона планируется расширить состав Ассамблеи народов Ингушетии до 25 национальных общин, которые представят на юбилейных торжествах разнообразие культур этнических обществ, проживающих в республике. Вопросам межнациональных отношений уделяется более чем серьезное внимание. Уже по этому поводу даже был и Госсовет, и законы принимаются в стране, и личное внимание на это и президента страны, и созданный при нем Совет по межнациональным отношениям. Если брать в части нашей республики, то у нас здесь особых проблем не возникает. Есть бытовые какие-то там взаимоотношения или неотношения. А в целом межнациональных вопросов у нас не возникает. Мы все живем дружно, и радости, и в горести, все вместе. И совершенно не выделяя там и межнациональные вещи, или национальные вещи, и не выделяя даже межрелигиозные там, или религиозные праздники, не праздники. Все вместе их отмечаем, ходим в гости и помогаем друг другу. Поэтому это надо укреплять, закреплять, и постоянно Министерство по делам национальностей, парламенту республики, конечно, здесь надо серьезно работать. Ну и наращивать потенциал наших автономий. Ну и всем службам, всем структурам надо работать. Комитету по делам молодежи, другим надо в этом направлении работать. Привлекать по всем направлениям всех жителей нашей автономии. Необходимо тесное взаимодействие с коллегами других регионов, особенно Северо-Кавказского федерального округа. И необходимо подключать наш совет в решении различных вопросов за пределами республики, особенно там, где есть или происходит конфликтные ситуации с нашими студентами, с военнослужащими в армии, там, то есть привлекать во всех направлениях, чтобы они не были в стороне. Мы понимаем с вами, что государственная задача – это именно регулирование межэтнических, межнациональных, межконфессиональных отношений. На это надо очень серьезно уделять внимание. И анализ деятельности органов государственной власти в этом плане. Как критерий оценки там, глав муниципальных и сельских поселений именно в налаживании или в участии в этих процессах. Основополагающим стержнем формирования единороссийского общества является национальная политика. Важным институтом по развитию и сохранению этнических культур, гармонизации межэтнических отношений является региональная общественная организация Ассамблеи народов Ингушетии. Следует отметить положительную тенденцию по расширению состава национальных культурных общин в республике. В частности, за первый квартал 2017 года количество национальных культурных общин увеличилось на 6 обществ, представляющих следующие национальности. У нас было 14 национальных культурных общин, и мы дополнительно 6, это киргизы, поляки, афганцы, лакцы, Республика Дагестан, кабардинцы и корейцы. Также создана ассоциация молодежи «Мы, россияне» в Республике Ингушетия, функционирующая под эгидой Ассамблеи народов России. Национальные культурные общины Ингушетии реализуют общественно полезные проекты
Во втором квартале текущего года объявлен республиканский конкурс по предоставлению грантов общественным объединениям и некоммерческим организациям.